По преданию, в начале XIX века на этом месте стоял сплошной лес. В поисках новых земель пришли сюда 3 брата из марийской деревни Верх-Ижбовье, что сейчас стоит в Татарии. Обосновались поселенцы на новом месте и назвали свою деревню Ижбобье в память о прежней родине. Мы приехали в Ижбобью в самый обычный день. Деревня жила своими повседневными делами. В школе готовились к концерту, взрослый коллектив и детский репетировали вместе. Все ученики, 12 человек, пели и плясали в полном составе. Эта пляска – местная визитная карточка. Пляшут ее только в Ижбобье. Марийских селений в Удмуртии немного, но у каждого есть свои особенности. В песнях, пляске, народной кухне. Сложилось это исторически, поскольку переселялись марийцы на юг Удмуртии из разных мест. Умение свободно говорить на 2 языках, марийском и русском, обычное явление для деревни. Такой распространенной проблемы, что дети не говорят на родном, здесь, к счастью, нет. Наша деревня чисто марийская, и в основном все семьи разговаривают на марийском языке. И дети с малых лет общаются на своем родном языке. Школьными учебниками нас обеспечивает Республика Марий-Эл. Ежегодно мы получаем учебники очень красочные, новые, приятно заниматься по этим учебникам, а журналы мы выписываем сами. В Ижбобье почти индивидуальное обучение. 2 класса по 6 учеников, 2 учительницы и звонок-колокольчик. Мы в гостях у Лены и Бориса. Их дети свободно говорят на 2 языках. Как родились, сколько помню, все на марийском. И мать, и отец на марийском разговаривал. Вот с ребятишками тоже на марийском разговариваем. А что, в садик пойдут, научатся по-русски. Пускай свой язык не забывают. Поросли ты садышки, уже в школе куталась. Пукта. Пукта, пордаши. Шалыш. Шила, школяши. Коля пик, а поросхоп. Этот стишок о незадачливом мышонке, что по-марийски Коля, и хитрой кошке Порос. Ижбобье считается небольшой деревней, но, несмотря на это, есть даже свой музей. Разместился в одном из старых домов деревни. Предметы собирали всем миром, у кого что сохранилось и что не жалко. А Ирина Кузнецова не только учит в школе, но еще и заботится о деревенском музее. Здесь мы храним, значит, собираем все предметы старинного быта наших предков, чтобы помнить, знать, чем занимались наши предки в прошлые времена. Когда музей открывался, на сельских сходах, на собраниях, перед концертом я часто, значит, призывала народ, чтобы они несли все свои предметы, которыми не пользуются уже, в наш музей.
Ирина Сотникова вышивает с 15 лет. Любимые мотивы, цветы и ягоды. Своей тончайшей вышивкой марийцы особенно славились. Особая любовь к этому рукоделию сохранилась и до наших дней. Обычно вышиваю я цветы, которые мне понравятся, вот у кого-нибудь, у знакомых, у родней, подружек увижу, которая понравится, вот обязательно это себе вышиваю. В последние годы популярен в марийской деревне растительный орнамент. Вышивкой украшают дом. В нашей деревне почти девчонки все вышивают. Почти у всех такие вышивки. Короче, замуж выйти все готовят себе приданое. И полотенца всякие были с крестиками. На иконы тоже вот приготовишь. Особенно это, когда замуж собираешься. К жениху повесишь. Это обряд, такой обычай был какой-то. Раиса Абрамова, как и многие женщины деревни, ходит в традиционной одежде. Девушки и женщины носят марийское платье по праздникам и в честь приезда гостей, а пожилые – в обычный день. Поэтому увидеть в Вишбобье старинное платье – явление обычное. Самотканку я показать могу. Это очень люблю я. Очень люблю я этот материал. От мамы досталось. И сама я могу это все. Это только досталось, больше ничего у меня нету богатства. Ткать уж меня мама научила, мы вдвоем это все готовили. Ну как замуж выходить, да сюда ведь раньше надо было подарки дарить, свекровкам, заловкам, все такое дарили, все таком обдарила я. Сохранились в деревне и такие старинные напевы. Есть они на каждый жизненный случай. Для встречи и угощения гостей, проводов в армию, похорон и свадеб. Особой старинной манерой исполнения владеют большей частью пожилые. Что-то забывать стали уже, потому что редко поем. На праздники я выхожу редко, потому что так получается, каждый раз не пойдет, не приходится уходить, потому что дома двое только нас с мужем. То скотину задержка у нас, то что с огородом. Бабушек у нас все за Гракова проводили, дедушек мало, у меня свекровка была. У нас свекор был. Раиса Абрамова не только знаток старых песен. Если хотите узнать, как правильно сшить марийское платье, то прямым ходом к ней. Сколько платьев на разные случаи сшито, мастерица даже не берется считать. Летом носят особенно белые, светлые, а зимой самотканку носят, чтобы было раньше теплее. А раньше одежу ведь не было так. Не богато жили. Жизнь не такая богатая была. А здесь висит у меня наряд, этот фартук, это платье висит. У нас разное. Раз платье такое, значит, фартук должен быть разноцветный. А это скатерка у нас самотканка. Я это сама ткала, сама же основала, как называют, основали, как ли. Ну, раньше так ходить-то. Сама ткала. А это вот к празднику шила. Это будто шила на зиму, там тоже самотканка. Ну, редко носится теперь. Это летом очень красиво носить. И белое платье, что было, вот не могла занести. По какому случаю вы? Это к святке наряжаться. Шутку только я просто, мне не стыдно, потому что раньше нет, у меня я сама шила. А еще красиво, а? Неплохо.
шутожума цолалан, пуромолалай, посеем же шу молодежь. Сколько лет этим старинным марийским песням, не знает никто. Одни говорят, поют их лет 100, а кто считает, что и больше. Только известно одно – привезли их сюда первые поселенцы. Уезжая из марийской деревни, мы увезли с собой эти небольшие деревенские зарисовки, старые напевы, воспоминания о первых поселенцах. Молана кая жма шошо